Ассаламу алейкум, друзья. С вами вновь я, Чечен Синдром. Не по своей воле, и не сразу взялась Майса Муртазалиева из Дзумсоя за оружие. Ее вынудили это сделать. Всю семью Майсы преследовали из-за отца Джавадхана, старейшего и непримиримого врага большевиков. Один из активных борцов против белогвардейцев, с их лозунгом «Великой, единой и неделимой России» и великодержавно-шовинистической практикой, член правительства независимого Северокавказского Эмирата, шейх Узун Хаджи в Чечне, Джавадхан с такой же энергией, как и с белыми, стал бороться с большевиками, после их воцарения в 1920 году на Северном Кавказе, и во всей бывшей Российской империи. Он был автором письма Ленину, в котором обвинял большевиков в лживости их обещаний предоставить малым народам национальное самоопределение, установить общественный строй социального равенства и справедливости, и приводил в доказательство своих обвинений конкретные факты. Пожалуй, трудно назвать маломальски серьезное выступление чеченцев против советской власти 20-х, начала 30-х годов, в котором Джавадхан не принимал бы активного участия. Восстание Саидбека 20-го года, борьба Нажмуддина Гоцинского 21-х и 23-х годов, восстание чеченских крестьян 29-х и 32-х годов, обреческое движение. Понятно, что карательные органы большевистской власти прилагали все усилия для устранения столь опасного врага. Но он предугадывал их ходы и оставался неуловимым. Тогда с присущей чекистам жестокостью стали преследоваться все его родные и близкие. Выйдя из-за стенок НКВД, недолго прожила жена Джавадхана. Это привело к смерти его малолетнего младшего сына. В конце 20-х или в начале 30-х годов, старшая дочь Джавадхана, Майса, спасая себя и другого братишку Хасмагомеда, вынуждена была скрыться в горах. Сначала она просто уходила из-под облав оперотрядов чекистов, затем стала помогать стиркой, приготовлением пищи обреческим группам, и, наконец, защищая себя и своих товарищей, взялась за оружие. И как взялась? Немалое количество карателей нашло ее меткие пули. Особенную известность Майсе принесло ее единоборство с целым отрядом отборных НКВДшников. Бой закончился тем, что 3 карателя сложили головы, несколько было ранено, а девушка невредимой вышла из плотного вражеского кольца. Было это в 1936 году. В частых схватках с карателями, в одиночку или в составе небольшой группы соратников, Майса выходила победительницей. Впрочем, решительный характер девушки проявлялся не только в боях с чекистами. В 1942 или 1943 году Майсе довелось встретиться в горах с несколькими немецкими парашютистами. В это время руководители обреческих групп дискутировали вопрос, можно ли после начала войны между Советским Союзом и гитлеровской Германией рассматривать немцев как союзников в борьбе с главным врагом – кровавым сталинским режимом. В курсе этих споров была и Майса. И вот встреча с опытными немецкими десантниками, возглавляемыми полковником, побывавшим в разных переделках и странах. Самоуверенному вояке, видно, понравилась гибкая, светлорусая, ясноглазая девушка с нордическими чертами лица, вызывавшая воспоминания о знакомых европейских красавицах. Но едва он допустил фамильярный жест, как тут же убедился, что на вид скромная и спокойная горянка не имеет ничего общего со встречавшимися ему раньше девушками. Опытный разведчик рухнул на землю с тяжелой раной в предплечье, не сумев даже уловить момент выстрела навскидку. По доносу агентов-стукачей стало известно, что Джавадхан укрывает где-то в пещере Дзумсоя идейного руководителя повстанческого движения на Кавказе Хасана Исраилова. Власти предпринимали для его поимки и уничтожения чрезвычайные меры. Но тогда покончить с Исраиловым им не удалось. Зато 18 февраля 1944 года были арестованы Джавадхан Муртазалиев и его брат Аюб, а незадолго до этого, 15 февраля, был арестован сын Джавадхана Хасмагомед. О Майсе,
В этих донесениях Берия не упоминается. Но вот на обороте фотографии, которую кому-то удалось извлечь из чекистского личного дела, Майсы Муртазалиевой, значится: арестована 7 марта 1944 года. Судя по этой фотографии, 26-летняя горянка очень много испытала в застенках грозненского КГБ. Джавадхан Муртазалиев со времени ареста исчез навсегда. Майса прошла чекистский конвейер в Грозном, Ростове, Москве. Затем она была в высылке вместе со всеми чеченцами и ингушами. Там ей было тяжелее, чем другим войнахам. Ведь к общему суровому режиму спецпоселения, для нее и ее брата был установлен особый свирепый надзор КГБ. Впрочем, над ними он продолжался и после возвращения на родину. Умерла Майса Муртазалиева несколько лет назад. Да помилует ее Аллах. На этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр. С вами был Чечен Синдром. И до новых встреч.